Здравствуйте, наши маленькие телезрители, а также их родители. Это программа «Берегаляп и Ряник». Вместе с вами здесь мы учим слова на татарском языке. Давайте скорее знакомиться с героями нашей программы. Сегодня у нас в гостях семья Хуснутдиновых. В одной команде Раян вместе с мамой Гузель. Здравствуйте, Исянмисыз. А во второй команде Рамазан и его тетя Лилия. Здравствуйте, Исянмисыз. Ну и, конечно, ознакомимся с нашими парнями поближе. Рамазан учится в 3 А-классе второй гимназии города Чистополь. Несколько лет занимается карате, футболом. Вел очень активный образ жизни, а сейчас полностью отдался учебе. И карате, и борьба. И карате, и борьба. Уже все можно. А в будущем кем хочешь стать? Гонщиком. Гонщиком? Формула-1? То есть ты хочешь стать гонщиком. А кто твой фаворит в мире гонок? Тачки Маквин. Тачки Маквин. Ну а как же Шумахер? Микаэль Шумахер. А кто такой Шумахер? Микаэль Шумахер — это самый известный, самый знаменитый гонщик во всем мире. Сейчас он уже завершил свою карьеру, но тем не менее его имя обязательно нужно знать всем будущим гонщикам. А в свободное время чем увлекаешься? Телефоном. Гулять на улице, и мало. С друзьями. С друзьями. Велосипед. Я тебе желаю удачи в сегодняшней игре. Знакомимся с еще одним героем. Его зовут Раян. Он учится во 2 классе второй гимназии города Чистополя. А также посещает разные кружки, любит рисование, робототехнику и лепку. Самый главный помощник мамы по дому. Моет посуду хорошо, вообще убирается как взрослый человек. Так, Раян, у тебя очень много увлечений. Робототехника, не сложно ли? Нет. Ну а чем она тебе так понравилась? Потому что там машинки на пульте управления делают машинки и на пульте управления играют. Играют. А ты уже пробовал делать что-то сам? Что уже делал? Машинки. Машинку делал. А настоящего робота программировать не пытался? Нет. Я тебе советую поучиться у наших профессионалов. Их очень много. Сейчас робототехника очень популярна, очень много мастер-классов проходит. Я думаю, что ты станешь настоящим профессионалом в этой сфере. И кем хочешь стать? Не думал. Давайте спросим. Работать. Гузель, вы блогер. Да. Еще и фудфлорист. Правильно. Чем вас так увлекают это занятие? Не хотите ли взять своих детей в помощники? Они и так мне очень помогают на 8 марта, например. Очень много букетов. Они прям до ночи со мной сидят. Ну вот Раян сказал, что хочет работать в кафе. Кем вы видите его будущее? Как вы видите его будущее? Точно не работником кафе. А кем? Художником, он очень хорошо рисует. А что любит рисовать обычно? Портрет? Все он рисует. Все, что видит, рисует? Да, больше, наверное, людей. Людей? Да. Все, Раян, тогда, когда мы еще раз встретимся, с тебя портрет. Хорошо? Будешь меня рисовать? Желаю вам удачи в сегодняшней игре. Спасибо. Давайте друг другу похлопаем. Огромное спасибо, что вы сегодня вместе с нами. Самая настоящая мужская тема будет сегодня. Кузнечное дело. В эфире первый тур нашей программы. Мы записали в этом туре рассуждения детей, которые говорят о различных словах, связанных с кузнечным делом. Задача наших команд – просто угадать, о чем идет речь. Итак, Раян, Рамазан, с кого начнем? Рамазан, готов? Внимание на экран, смотрим. Этот человек из металла делает все, что хочет. Это человек, который делает всякие предметы из железа. Такая поговорка есть. Каждый человек своего счастья. Так, что это за поговорка? Интересно, какое слово мы загадали здесь? Кузнец. Кузнец, я принимаю этот вариант ответа. Это правильный ответ, молодец. Аплодисменты, 1 балл тебе. Кузнец по-татарски кимерще, а полностью эта пословица, поговорка звучит так. Каждый человек кузнец своего счастья. Итак, Раян, продолжаем с тобой. Смотрим внимательно. Эта вещь очень нужна для кузнеца. Это такой стол, туда кладят всякие вещи и стукают по ним. Она очень тяжелая, большая. На ней делают вещи или заготовки из железа. Раян, как ты думаешь, что это? Вопрос не из легких. Представьте, что лежит предмет, и кузнец молотом по нему бьет. Вот как железо? По железу бьет.
Как называется то этот место, стол? где лежит предмет? Камень? То есть нет ответа? Нет. Пас. Есть стол, ну вот такой стол железный. Вот. Как он называется? Не знаете? Ну хорошо, я сам скажу правильный ответ. Это наковальня. Сандал. Вот видите, новое слово, в копилку, на будущее обязательно понадобится. Рамазан, готов продолжать? Смотрим внимательно. Она бывает железная, полукруглая. Бывает лошадок на ножках. Ее часто дарят, чтобы принести удачу домой. Ее прикалывают к лошадиному копыту. Копытце? Подкова. Подкова. Совершенно верно. Подкова – это дага. Мы продолжаем. Раян, готов? Смотрим внимательно. Им можно стучать так, чтобы оно заклеилось. Маленький молоток, и он тяжелый. Только он не такой. Он очень большой. А еще у одного мстителя есть это оружие. Так, Мстители. Раян. Меч? Не меч. Вот сказали молоток, но только огромный. У Тора молоток огромный. Ну а как вот Тора? Что у него есть? Молот? Молот. Совершенно верно. Молот Тора. Молот Зур Щукеш. На очереди пятое слово первого тура. Его мы играем с помощью ананаса и яблока. Берите, пожалуйста, игрушки в руки. Как только мы досмотрим до конца вопрос, кто первый нажмет, это будет отвечать. Готовы? Смотрим внимательно до конца. Там делают доспехи, оружие для рыцарей по приказу короля. В ней куют штуки из железа. Бородатые дядьки. Это где кузнец работает, делает всякие штучки. Итак, о чем говорили наши дети? Металлолом? То есть металлолом – это место, где делают всякие штучки. Так, Рамазан. Это доспехи. Нет. Где? То место, Кто где из родителей сейчас правильно первым ответит, тому дам балл. мастерская, По-другому? кузница. Кузница, совершенно верно. Кузница, по-татарски «тимерще олащага». Аплодисменты, молодцы. На этом первый тур завершен. Счет пока 2-2. Впереди еще 2 тура. Наша программа продолжается. В эфире программа «Брагаляп Иряник». Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Раян, как будет по-татарски «кузнец»? Тимеши. Тимерще, молодец. Рамазан, наковальня. Сандал. Сандал, аферин. Раян, подкова. Дава. Дага. Рамазан, молот. Зуршикеш. Зуршукеш, бик яхша. И, Раян, тебе слово кузница. Тимеши алашага. Тимерще, алашага, нахшулай. Во втором туре мы приготовили картинки. Ваша задача за 15 секунд запомнить, где какая картинка находится. Как только время выйдет, я буду задавать вам вопросы. Готовы? Да. Итак, 15 секунд. Время пошло. Ты запомнил? Итак, время вышло. С кого начнем? Раян, давай начнем с тебя. Под каким номером находится кузница Тимерще Олашега? Первый. Беренче. Кузница. Не кузнец, а кузница. Это то место. Биш. где- Бишнище санастан. Да, открываем ячейку номер 5, проверяем. Там кузница. Тимерще Олашега, молодец. Рамазан, где находится наковальня Сандал? Номер 9. Уверен? Да. Открываем ячейку номер 9. Там находится наковальня. Афарин. Раян, тебе вопрос. Под каким номером находится молот Зуршукеш? 7 Номер 7. Уверен? и 2. 7 или 2? 2. Открываем ячейку номер 2, проверяем. Там находится молот. Умница.
Так, Рамазан, где находится подкова? Дага. Номер 3. Номер 3. Да? Точно? Открываем, проверяем. Там находится ячейки номер 3, подкова. Да-да. На очереди 5-й вопрос. Возьмите, пожалуйста, в руки игрушки. Как только я задам вопрос, кто первым нажмет, тот и первым будет отвечать. Итак, внимание, вопрос. Где находится кузнец? Рамазан. Номер 1. Или номер 9? Номер 1. Или номер 13? Номер 1. Номер 6? Номер 1. Уверен? Открываем ячейку номер 1. Там находится кузнец. Молодцы. После второго тура впереди пока Рамазан. На очереди 3-й тур. Там нас ожидают ребусы. Итак, в эфире 3-й тур программы «Бергаляп Иранник». Прежде чем мы перейдем к самым сложным ребусам, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Кузнец, тимерше, наковальня, сандал, подкова, дага, молот, щукеш, кузница, тимерше олашера. Итак, мы готовы начать 3-й тур. В 3-м туре, как я уже сказал, будут ребусы. Это 3 картинки, которые как-то связаны с одним словом из сегодняшних. Ваша задача не просто назвать слово, но и объяснить, как каждая картинка с этим словом связана. Играем мы с помощью игрушек. Возьмите, пожалуйста, их в руки. Как только картинки появятся на экране, кто первый догадается, какое слово их связывает, тот нажимает первым на игрушку и, конечно, отвечает. Надеюсь, что правильно. Готовы? Первый ребус. Смотрим. Итак, Райан. У Тора молоток большой. Молот. Молот. Как каждая картинка, по-твоему, связана с молотом? Потому что инструменты. Так, инструменты. Инструменты. Хорошо. Они сделаны из железа. Гвозди как связаны? Ручка. Молоток. Ну, Бить. забиваем, да. И это, чтобы бить, гвозди. Ты знаешь, забить. как это называется? Нет. Штучка. Это серп. Как это связано с молотом? Они, наверное, это еще не знают. Я думаю, что да. Это мы с вами эпоха Да, еще да. Советского Союза. Это символ Советского Союза. Серп и молот. 2 инструмента, которые необходимы каждому человеку, кто работает в саду, в кузнице, кто, в общем, связан с очень серьезным трудом. Это правильный ответ. Это действительно молот. Молодцы, Зуршукеш. Итак, второй ребус сейчас появится на экране. Также, кто первым догадается, о чем идет речь, тот нажимает на свою игрушку. Готовы? Поехали. Рамазан. Это подковы. Подкова. Почему? Ну, вот это самое первое, она размером похожа, форма Да, форма похожа похожа на как подкову. подкова. Хорошо. А вот подковы надо надевать на лошадь. На копыта. Мгм. И, от третьего И что это за листик такой красивый? Подкову обычно для чего дарят людям? Знаешь? Это листик клевер. Клевер. Хорошо. А как они с подковой связаны? На самом деле клевер и подкова – это символы удачи. Обычно ищут 4-листный клевер, чтобы была удача, и дарят кому-то подкову, чтобы тоже в жизни все было хорошо и чтобы удача всегда улыбалась. Это правильный ответ, это подкова. Молодец. По 1 баллу за этот тур вы получаете. На самом деле, в сегодняшней игре побеждает семья Хуснуддиновых, и каждому игроку мы вручаем подарки. Это пригласительные билеты в контактный зоопарк «Парк тропических бабочек». Я надеюсь, что вы вернетесь оттуда с хорошими впечатлениями. Я вам дарю эти подарки и желаю удачи. Я надеюсь, что мы увидимся с вами снова. Ну, а наша программа завершается. На сегодня мы с вами прощаемся. Учите языки, но никогда не забывайте свой родной. Пока-пока.